Меня зовут Тукумов Иркин. Я являюсь директором Казахстанского института стратегии исследований при президенте. Буквально назначили 3 недели назад. До этого работал 4 года заместителем посла Казахстана в Российской Федерации в Москве, генеральным консулом в Казани. По своему бэкграунду, закончил я Варшавский университет, Институт международных отношений, то есть дипломат профессиональный, работал в Министерстве иностранных дел, директором департамента Центральной Азии. Вот. Но карьеру начинал в КИСИ, старшим научным сотрудником, и никогда не думал, что опять вернусь в КИСИ, уже на новом повороте, так скажем, да, возглавив этот институт. Но я посчитал, что вот в текущих новых условиях это для меня и, с одной стороны, такой вызов, с другой стороны, необходимость по-новому взглянуть на работу головного мозгового центра страны в новых условиях. Жаңа Казахстан, реформы политические. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас в любом случае передо мной такие задачи стоят, переосмыслить работу института, по-новому взглянуть на многие вещи, расширить и международные контакты с учетом моего опыта. Вот. Надеюсь, что это получится. Посмотрим, в общем, да. Я очень рад сегодня присутствовать по некоторым причинам, в том числе, которых я в конце моей небольшой лекции скажу. Я бы хотел построить формат такой. У меня очень небольшая такая вступительная часть, именно как я вижу условно написание ситуационного анализа. На примере, страновой пример, это я больше буду ориентироваться на опыт России, потому что я там проработал много лет. Мне эта страна очень близка. Я вообще на Россию по-другому посмотрел, потому что, это я, наверное, чуть позже скажу. И потом хотел бы перейти на вопрос, как, наверное, с Ирлан Карином был вопрос-ответ. И мы бы примерно в таком ключе и сделать. Вообще, вы все профессионалы, вам лишние какие-то теоретические, может быть, и не нужны, но не всегда полезно чуть-чуть теорию обновить, посмотреть. Ситуационный анализ, да, это, собственно говоря, имеет такое большое хождение в научном, профессиональном дискурсе, да. Многие его сравнивают с кейс-стадией, да, такой знаменитый гарвардский подход. Но это правда. Единственное отличие о том, что кейс-стадий больше ориентирован на опыт прошлого с применением настоящей, а ситуационный анализ, он больше на анализ текущей ситуации с проекцией на будущее. Причем будущее краткосрочное, когда текущие решения, принимаем на ситуационном анализе, будут видны в текущем, ближайшем будущем. Да? 8 пунктов у меня будет, это первый пункт, чтобы понимание было такое. Второй пункт – это ситуационный анализ, метод ситуационного анализа, он применяется в конкретных, прям конкретных ситуациях. Это, собственно говоря, как кейс-стадия, конкретная ситуация. И, например, Украина, да, то, что сейчас на слуху. Возьмем тему ситуация вокруг Украины. Возможно ли война? Какие будут риски? Это тема для ситуационного анализа. Даже если вы напишете условно, что в своих выводах, что война возможна, вот-вот перейдут россияне, основываясь на каких-то данных разносторонних, и от американских источников, российские источники, свои мысли, да, вы говорите, да, помните, было 16 февраля будет война, да, а вы пишете доклад 14-го, вам говорит начальник, принесите 14-го доклад
Мы должны знать, будет война, не будет. Мы должны просчитать риски. Вы пишете, война с риском 90% возможно, ну 80%. Даже если это и так не произойдет, в любом случае для потребителя конечного ваш анализ очень важен, потому что это приближает его понимание к реальной ситуации. То есть здесь не в том плане, что вы как астрологи угадываете, да, сегодня с утра, как у вас будет настроение и так далее, а здесь больше именно так, как вы комплексно подходите к проблеме, вы в любом случае насыщаете своего конечного потребителя важным документом. Вот второй пункт. Третий пункт – сбор информации для ситуационного анализа. Вот здесь, конечно, проблема очень такая непростая. Почему? Потому что, с одной стороны, мир эпохи интернета, вроде бы море информации, это не те годы, когда мы там по книгам, по журналам все собирали. Сейчас в один клик масса информации. Но, с другой стороны, надо уметь отличить условно правду от ложной информации. В текущей ситуации это очень сложно, потому что тот поток информации, который идет, он в основном очень тенденциозный, необъективный. Если вы будете условно полагаться на какие-то, ваши знакомые источники какие-то, а тем более с учетом только одного языка, да, то вы можете серьезно дезинформировать конечного потребителя. Кто бы у вас ни был, там, я не знаю, министр, не дай бог президент и так далее. То есть здесь вопрос информации, вопрос важных источников. То есть эксперт должен быть, конечно, высококвалифицированным. Почему? Потому что сегодня возник феномен псевдоэкспертов. Их очень много. Тут вы сами свидетелем, как в Фейсбуке какое-то случается событие, сразу столько экспертов по этой ситуации. Столько вирусологов начинаются, да, все понимают какие-то G-полимеры, там это сразу начинают разбираться. В Казахстане случилась ситуация, столько казаховедов возникло, да, вообще в мире. Начинают с умным видом рассуждать о жузах, о кланах. Там, вот. Это, кстати, проблема не только какого-то дальнего зарубежья, который вообще понятие о нас очень такое фрагментарное, такое тенденциозное часто. Это даже в России происходит. В России, будучи, в те события, я как раз был в Москве, мне приходили, прямо перед посольством выстроилась очередь дипломатов разных стран. Все хотели понять, что у нас происходит, хотя мы сами еще не понимали, что происходит, будучи там, да. Но, по крайней мере, я посчитал для себя очень важным и нужным хотя бы не описывать вот эту ситуацию, а понять, что такое Казахстан, с первых точек. Вы просто не представляете, какая у людей низкое понимание вообще в Казахстане. Вот это очень удобное клише, Казахстан поделен на жузы. Удобно же говорить, вот жузы, вот они так живут. Они с друг другом очень плохо дружат, воюют постоянно, вообще чуть ли не разный язык. Вот. Плюс кланы, очень хорошо же говорят, южный клан выступил против северного клана, вот такие. И это всем нравится. Ладно, если это говорили бы уровни там бабушки на остановках там, да, но это говорят эксперты, это говорят дипломаты, и они приходят мне, говорят, и такие вопросы задают. Вот, собственно говоря, проблема поиска точной, правильной информации. Четвертый пункт – ситуационный анализ мультидисциплинарен. Это понятно, потому что для полного раскрытия проблемы нужно посмотреть на этот вопрос с разных углов. С точки зрения военной проблематики, политической, экономической, культурной даже, все. Опять возьмем Украину, да. Чтобы сделать тот же анализ, вам нужно посмотреть, как изменилось условно вооруженные силы Украины с 2014 года. А они изменились серьезно. Это не та Украина 2014 года. То есть на нее нападать уже это сейчас условно, это не то, что в 2014 году ты нападешь. Она уже вооружена. У них прошли мощную подготовку на
вот такие кризисные ситуации и так далее. Да? Вот один, да. Второй, политически, как это все поменялось. Насколько изменилось, с точки зрения социологии, как поменялось мышление людей. Да? Одно дело тогда, просто был как бы период, так скажем, неожиданности, да, вот крымские события, то сейчас как это поменялось, да. То есть только вот в таком мультидисциплинарном подходе вы можете как бы понять, что творится сейчас в Украине. Если аналитик садится и пишет только вот свои колокольни, скорее всего, он будет очень-очень тенденциозным. Он будет не раскроет. И опять же, есть риск дезинформации конечному потребителю. Из этого пятый пункт следует. Если не происходит вот этого мультидисциплинарного подхода, то есть риск примитивизации ситуации. Вы помните арабские события, да? Арабская весна, ее назвали там, хотя это оказалось совершенно не весна, а просто такие потрясения условно, да? При первом анализе, при недостаточности информации, какие только теории не возникали, теории заговора, что за этим всем стоят не социальные протесты, не какие-то там усталости от правителей, которые там веками сидят, а рука ЦРУ, рука Ми-6, Моссада и так далее. Ну, то есть легко уйти в некую конспирологию, когда вот нету, собственно говоря, такого комплексного подхода. То есть это тоже риск есть, и его всегда надо как бы учитывать. Вот шестой пункт, собственно говоря, он позволяет понять, как это избежать. Вот когда мультидисциплинарный подход, то есть в любом случае такой баланс взглядов, да? Ну, собирается политик, политолог, экономист, международник и так далее. В итоге сумма взглядов, она уравновешивается. Нету, ну, по крайней мере, уменьшается эта тенденциозность, алармизм, да? Вот, если человек пишет по ситуации по Украине, он пишет: завтра война, все пропало, значит, следующее это мы, Казахстан, завтра у нас тоже за нами придут условно. Ну, примерно такого подхода. Легко перейти к этому. Когда же собирается группа, начинается обсуждение, появляются условно серые зоны, то есть человек, который не видит, что у него за спиной. Все, здесь человек другой подсказывает: а нет, это не так. Ну, условно, у нас совершенно другая ситуация, демографическая, политическая и так далее. В Украине, скорее всего, это не 90%, скорее всего, 50%. Потому что смотрите, как вооруженные силы там выросли условно, да? Первое. Второе. Санкции так сильно ударят сейчас по России, что просто вообще нет смысла. Завтра социально-экономическая ситуация выйдет из-под контроля в России. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот, собственно говоря, баланс взглядов, он позволяет сделать анализ более, так скажем. Седьмой пункт, он говорит о том, что хотя ситуационный анализ предназначен для конкретной ситуации, ну, Украина, конкретная ситуация, да, условно, вот этот, то в любом случае при обсуждении надо выходить на более другие уровни. То есть, когда выходишь, ты начинаешь понимать не только отношения России и Украины, а говорить влияние США, как здесь, влияние Польши, влияние Китая, да, условно, потому что Китай, можно сказать, как член Совета Безопасности, сказать: какая война, да, а у него свой рычаг есть на Россию. Вот первый момент. Второй момент экономический. Какой экономический? Идет газ, идет строительство второго потока, северного потока. Этот вопрос куда упирается? Германию. Как Германия отреагирует? То есть она позволяет выйти на такой более, так скажем, высокий уровень именно понимания проблематики. Восьмой, последний пункт, ну, я думаю, это вам все знакомо. Сейчас нету, собственно говоря, чисто внутренней и внешней проблематики. Ну, наверное, поэтому, вернувшись из внешнеполитического и сейчас больше фокусируясь на внутренних, мне немножко легче, так скажем, переходить. Если возьмем российско-казахстанские отношения,
Какую бы проблему ни возьми, она уходит корнями в наши внутренние вопросы. Возьмите проблему, например, миграции, да, в Российскую Федерацию на постоянное место жительства. Но это же и внутренняя проблема. Это подготовка. Вот мы готовим в школе, сколько денег выделяется, чтобы мы готовим наших учеников, да? Это огромные деньги. А в итоге кто бенефициар? Российская Федерация, потому что они туда уезжают, учатся и остаются. Вопросы информационного поля. Ну, вопрос, я думаю, очевиден. Все мы сидим в мощном информационном поле. Я иногда даже удивлялся. Вот у нас какая-то вот проблема с этим вот внутренним иммунитетом. Кто-то там что-то скажет, какой-то эксперт в России. Там, Северный Казахстан наш. Там, да, все, здесь начинается там все пропало, мало ли кто там что говорит. Это опять же непонимание Российской Федерации. Россия не Казахстан, это большая страна, федерация. Там уровень, условно, вот этой политической свободы, он другой. Там невозможно все контролировать, как это кажется вот здесь, как здесь, что все вот пирамидально, наверху Путин, и вот это все спускается, и все. Нет, абсолютно. И вот к этому я сейчас перейду в том плане, что у нас проблемы со страновыми исследованиями в целом. Нам все кажется, что мы все знаем. Смотрим все программу, ну, Евразии, там какие-то российские каналы, да, и говорим, я про Москву все, про Россию все знаю. Ничего подобного, ничего не знаем. Как только я начал работать генеральным консулом в Казани, а работа генерального консула в Казани, ну, в любого генерального консула, это, собственно говоря, ответственность за регион. А он у меня был от Екатеринбурга до Нижнего Новгорода. Вы представляете, это почти как Казахстан. И 14 областей я должен все объезжать. Вы не представляете, что каждая область, каждый регион в России – это как маленькая страна. Татарстан – это вообще это другая планета. Рядом граничит Ульяновская область. И это ты опять в другое государство попадаешь. Наверх едешь – Мариэл. Кто вас знает про Мариэл? Кроме того, что там столица – это Йошкар-Ола. Ну, вы только знаете из-за того, что там есть памятник Ёшкиному коту, Ёшкин кот. Вот. Чебоксары – абсолютно другая. Башкортостан, Екатеринбург – прекраснейший город. Ну, вообще, мы его, кстати, недооцениваем. Это вот действительно мощный такой город, промышленный, люди там вообще другие. То есть, вот регионы в России, нету у нас экспертизы, нету абсолютно. А ведь это фундаментальный вопрос в изучении России. Получается, мы знаем Россию с точки зрения Москвы. Москва такая ориентированная. Все, что в Москве происходит, ну, значит, это и регионы. Нет, Москва и регион, ну, как говорят, Москва не Россия, вот так примерно и есть. Нету. А вроде бы, да, как бы мы должны знать. Это наш ближайший, самый важный сосед. Китай чуть лучше. Все-таки вот это советское время осталось. Китаеведение, и то. Вот сейчас я в институт взял Адиля Каукенова, специалист по Китаю. Я думаю, мы китайскую проблематику будем больше изучать и так далее. По Центральной Азии нету специалистов. Я был директором департамента Центральной Азии 2008-2010 годы. Однажды пришла нам нота из Туркменистана на туркменском языке. Мы не могли прочитать. Думаю, что, как так? Они имеют полное право присылать. Точно так, как мы в МИД России прислали на казахском языке, это уже их была проблема как-то. Но в МИДе России, кстати, лучший подход. Они в Москве сейчас есть 3 кафедры изучения казахского языка. В МГЛУ, МГИМО и еще где-то, не помню. Там прям казахский учат. И идут, ну, в том числе и в МИД. Есть 2 девушки, так казахский знают. Они текст на казахском. Вот здесь ошибка, вот здесь ошибка, вот здесь ошибка. Вот это просто был этот плевок в нашу сторону. Вот, а у нас нету на туркменском, нету на узбекском, нету на таджикском. А время идет.
появляется молодежь, которая не знает русского языка, которая уже, собственно говоря, ну, узбекоязычна, туркменоязычна и так далее. Как мы будем завтра говорить? На каком языке? Ну, то есть как мы будем коммуницировать с друг другом? Нету специалистов по США практически. Вот. Ну, я понимаю, мы не мировая держава. Мы, может быть, ну, в Москве тоже есть Институт США и Канады, там Институт Европы. Может быть, но это наследие советских времен. Я думаю, сейчас бы они тоже не смогли все это создать. Но нам нужно в любом случае такое понимание со странами, с кем мы дружим, работаем, с кем мы, собственно говоря, должны выстраивать отношения. Если мы их не понимаем, все. Кстати, в Москве сделали выводы тоже по Казахстану, январское. Поняли, что тоже Казахстан они особо пропустили многие моменты. То есть сейчас там экспертиза по Казахстану тоже вырастет. Будут специальные... Они уже есть, но будут дальше усиливаться это. Вот это, собственно говоря, то, что президент говорил, институциональная память. Вот этого нету. То есть, если бы мы начали уже давно, мы понимали бы условно, вот, как эволюционирует система власти в той же стране, в Украине, в России и так далее. Как все это меняется. Какую-то экспертизу. Я почему говорю, когда ты работаешь в МИДе, вот кто из МИДа есть? Вот он скажет, я прав, нет. Когда работаешь в МИДе, особенно работаешь в территориальных департаментах, ну, которые занимаются странами, да, там нету просто времени заниматься вот аналитикой, фундаментально сидеть и так далее, то есть все эти вещи. Там вот это, организовывается визит, быстро надо документы собрать, папочки, там с Минсельхоза звонят. Я как занимался Центральной Азией, я с таким водником стал, потому что в основном проблема воды. Также ты водой занимаешься постоянно. Где какое попа, сколько угля надо туда поставить, как там Кукаральское вот это водохранилище не высохнет, вроде дипломат, с другой стороны занимаешься такими вопросами, там, насколько ил в Сырдаре вырос, не вырос, Орал, так-то, ну, много вопросов, но нет времени заниматься фундаментально. Для этого нужна подпитка со стороны академических институтов, которых у нас нет. Ну, сейчас создали Институт внешнеполитических исследований. Тут, дай бог, может быть, выправить ситуацию. Ну, посмотрим.